3А полуотстроенная рамка, уже новая, с вращиной полуотстроенная рамка. 4. Рамка с открытым расплодом. 4А. Рамка с печатным расплодом. 5, ну это я на компьютере, у меня 5 со звездочкой. Это рамка с вышедшим расплодом, уже вышла. Вот сверху у меня вот это возраст расплода. Я потом уже объясню. Значит, 22 уже возраст расплода. Рамка уже, то есть пчелы уже вышли. Ну, напоминать не надо, наверное, о том, что через 21, после откладывания яйца, через 21 день пчелка выходит. Ну, естественно, это тоже повторяется перговые и медовые. Всегда у нас вот так вот перед за расплодной идет перговая рамка и заканчивается медовой. 1А еще у меня есть такая. Вот ее я видала, вот 1А. Это рамка под мед или под пергу. Это старые рамки. О них больше, позже будем говорить. Так, типа указочки. Я вам напоминать не буду о том, что пчелы вот так вот, если хотите, чтобы у вас был хороший медосбор и шло пчеловодство, вы должны соблюдать 4 правила. Я вам вкратце расскажу. Так, что-то хоть ручку или что-то? Так. Это вы мое. Да я хочу эти обозначения найти, не могу найти. Итак, обозначение можно записать. Записать, конечно. Итак, 4 правила. В какой бы вы системе УДИ, с какой бы системой УДИ не работали, эти правила относятся хоть к лежаку, хоть к многокорпусному, хоть к додам. Это осенью, после взятка, вы должны, записывать не надо, прослушайте. Вы должны, во-первых, нарастить большую армию пчел для зимовки и обеспечить их кормами. Второе, так, сохранить в зимовке, это общий план. 3. Весной выставили, нарастить армию опять пчел для медосбора. И 4. Сохранить в рабочем состоянии ваши семьи и использовать медосбор. Не в рабочем состоянии. Вот эти все правила мы давайте наполним. Вот я не знаю, как будто бы все ясно. Ну вот я к этим, вот, к результатам я шел 50 лет. Этому. Вот к чему я подошел. Значит, что такое подготовиться к зимовке? Начать, конечно, надо с подготовки вот так, на медосбор. Но мы чуть попозже это коснемся. У нас после медосбора, ну, конечно, это не секрет о том, что пока и я в том числе, мы, конечно, варварски относились к своим пчелам. Мы сгребали все с магазина, мало того, еще по краям заглянем, весь мед соберем, с расчетом, что пчелы умные, они вот так вот натаскают еще до осени недалеко, натаскают еще меду, если не натаскают, мы подкормим. Не получается. Вот сколько бы я не пчеловодил, вот буквально 5 лет назад только я пришел к выводу, но это нельзя вот так вот их обижать пчел. Я после взятка 5 рамок полномедных, на 3/4 запечатанные, я их на склад убираю. Вот у меня зимний клуб, вот они. Значит, как я их собираю? Вот стал так собирать, ни проблем, нет, как говорится, головной боли. Где кормить, как кормить. Вот у меня готовый для них мед.
Мало того, вот, посмотрите, полномедно, как я собираю клуб на зиму. Полномедно, абсолютно вся пустая. Вот, когда я собираю, чтобы там ни крошки не было вот так вот меда, чтобы не попал палевый мед. Пока 5 лет у меня благополучно. Вот нынче 6-й год. Вот. Ни гибели пчел. Пчелы у нас всегда сытые. Они всю удочку занимают. Итак, полномедная, пустая, полномедная, пустая, полномедная, пустая. Опять полномедная. С краев я ставлю вместо диафрагмы. Вот уже вот 5 лет я не стал ставить диафрагмы. Это вот крайне у меня под мед. То есть темненько. Если случайно вот так вот получится, что пчелы лишние, они зайдут за медовую, так они, хоть постель у них была. Что я здесь выигрываю? У меня постель, полностью постель. Пчелам не надо ходить, вверху к низу. Выглянули они уже полномедно у них под носом. Пока мне вот так вот, может кто-то получше вот так и знает, скажет, пока меня удовлетворяет это. Так, следующее. Вот это 20 я собираю клуб 20 до 20 сентября. До 20 сентября. Уже нет угрозы, что они какую-то дрянь натащат, типа пази. Вот в это время вот так они уже в клуб собираются. Все лишние рамки я, то есть оставляю 4 штуки. Вот. Или 4. Так. 4. Да, на 9 рамках. Одну ведь надо еще. Вот. 5. Вот у меня да, 1, 2, 3, 4. А Вот еще одно. но это не дописали. Вот. Да. Здесь у нас, да, это вытря. Так, 5. Значит, если сильно очень семья, вы 6-ю найдете, у вас 100-й мед есть, вы сразу не реализуете, значит, потребуется 6-я вот рамка. Да, еще. Вот тогда ее поставили с краю, не страшно. Она не охладит гнездо. Там после 5-ки-то 1 надо, нет? Или 1, а? Так, Один, и потом один. так, Один надо. Еще однерка и один. Да, да. То есть у меня получается у меня на 11 рамках. 8, 9. Это 8 хороших 11. улочек, тем более рамки пустые. Они заполнены, это не 300, а 400 грамм там получается. Хорошая семья. То есть если 8 на 4 уже за 3 килограмма. Это в зимовку. Это первое. Так, а можно вопрос еще? Вот это 5-я, это совершенно пустая рамка, да? Это совершенно пустая. Если там есть крошка меда, вот я ее, у меня есть выбор. Я ее убираю, а пустую вообще ставлю. Нет необходимости, потому что эти 4-килограммовые полномедные рамки. А с пергой, если попадает, ее убираем? Перги у меня тоже нет, я не ставлю перговые. Ну, это мой опыт. Ну, все понятно. Так что это ваше дело. Итак, Вот обозначение там на экране, что забылось ли. Посмотрите. Записали. это график, Ну, и куда? это Бедно, святой. обозначение, но обозначение так чуть повернуть. Цветок Ну, мешает. это самое, но у меня там чуть пополнее, у меня там вот так и гадимановская решетка вот так. Нижняя там это не требуется. О, Вот так, он даже и разделите. понятно, понятно. Вот скоро уже, буквально через неделю-две мы выставляем пчел будем. Теперь вы- Вот и сколько уж я пчеловодил, Я вижу. самый один год было только 4 апреля, а то обычно первое число, в конце марта. Я даже пытался раньше, когда еще опыта-то не было, и даже в начале марта, и даже вот так, ранний облет, вот, куб делал с подогревом. Но это все получалось, но это Тут вариант просто пошел. игрушка. Не требуется, когда сильные семьи, не требуется им такой вот так подушечки. Итак, 29 апреля. Почему я беру 29 апреля? Это перед медосбором сивы. Как вы его соберете мед, так они у вас будут и развиваться. Вот 29 апреля, если до этого я выставляю и только лишь подставляю им
марте выставил и подставил, не заглядывая в гнезда, подставляя я им только, зная о том, что меда им достаточно, места, где сеять, вполне достаточно. И вот у нас получается приблизительно, я скромненько взял, это 6 рамок, 3 рамки открытого расплода, 3 рамки печатного расплода. Хорошие семьи, они даже и до 8 рамок, 29 апреля. Ну, я среднюю семью взял, зная о том, что вот так вот. За это время они вот так вот, вот такой вот, это вверху у меня возраст расплода. Первая рамка, вот перговая, около нее расплодная, она, мать, бесконтрольная. Я ее не знаю, где она, где сеяли. Значит, до апреля, до конца апреля она бесконтрольная. Вот как насела, так насела. Перегруппировал. Вот меня удивляет вот так вот. Это вы перегруппировали уже. Вот, перегруппировал. Меня удивляло вот так вот, когда собираемся старые пчеловоды. Вот у меня 20 мая уже рой идет. Ну, я и... Как его определить? Что у нас там делается? Вот это у нас значение, вот у меня, вот, если первый, 29 апреля, у меня неизвестно, то есть условно, то уже следующее у нас расширение уже мать под контролем. Как я собираю гнездо после расширения? Итак, диафрагма, медовая, пироговая. На иву ставлю 1-2 рамки под вощины. Вот она, троечка вот так. Самый, там он разновозрастный, может быть, на это вот так, она вот с печатным расплодом. Тут можете открыто, потому что мать бесконтрольно работала. Вот она вот так вот. Здесь может быть, то есть самый открытый расплод. 3 рамки под засев. Больше нельзя ставить. Если больше вы поставите, они вас или забьют медом, или забьют первой. Но через неделю я иду. Это буквально 5-7 минут. И перетасовку сделал. Вот следующий у нас перегруппировка. Значит, если мы сделали вот 29 апреля такую перегруппировку, то у нас получается вот, оно было, если 3-дневный возраст, рамка с расплодом, это от вас уже не зависит, она все равно уже будет 10-дневная и так далее. Это все около летка, вот рамки под засев. Значит, 7. Мать посеяла, день-два она сеет на этой рамке. Это из 7 это что это? Из расчета. 7 нет. Нет, 7 это это у вас возраст, да? Это сверху. Вот, когда я вот стал рассчитывать, я все проблемы решил. Я уже под контролем, у меня мать уже под контролем. Я знаю, где она находится. Она или на этой рамке вот так вот. Или на это. Если вот так вот ранней весной еще вот так взятка нет, она вот может быть не 2000 в сутки сеет, а может 1,5. Значит, она вот 2 эти рамки вот займет только, а 3 на следующее уже, когда взяток пойдет и когда сила. Итак, вот весь печатный расплод у меня находится дальше. Понятно. Ну, а следующее, это, как говорится, Бог вам карты в руки вот так вот. Дальше вот, через неделю. Вот это я сделал 29 апреля. Так, 5 мая, следующее у меня расширение. Следующее 12 мая. Следующее 19 и так и пошло. Через неделю. Значит, контроль за матерью. Что у вас там делается? Это 16-рамочный улей. Я к чему это подвел? Я в таких вот только лишь они у меня зимуют. 29 апреля, уже опять задвигаю вперед, я уже их пересаживаю в лежаки. Вот мой лежак. Обратите внимание на летки. Если даже в фильмах вам показывали они в разбег, у меня вплотную только 10 миллиметров их разделяют. Я работаю летками. Один леток закрыл, другой открыл. Так, вот 2 летка. Один спереди вот, в большом отделении. Второй сзади.
Это когда я делаю отводки, чтоб матери, вот, и когда они в одном направлении летали, а мать вот так вот, молодая, предположим, в малом отделении, большом, старая мать, она, многие погибали пчелы, они просто на шум уходили к матери. Вот. А когда в обратном направлении сделала летки, все 100% вот так облет молодых матерей. Итак, значит, это я вам подвел к тому, что у нас делается в Буле. С 29-го я пересаживаю лежак 26-рамочный. У меня их 20 штук лежаков. Называется копилка. И уже дальше. Так, да, вот я такая. Ну, у меня более сложнее. Я перевожу уже в апреле месяце. Я из деревни везу в лес. У меня 26 рамок лежак и точно такой же 26 рамок магазин. У меня полурамок нет. На полную рамку я работаю. Это буквально, я говорю, лет 50 назад я отказался от этих полурамок. Потому что попробую, вот особенно Да, вот сейчас оно... Вот это, по-моему, Да. вот это. Это у меня вот, я перевожу, вот заранее ставлю, пустые у меня угли. Вот эти большие. На пасеке я привожу 16-рамочные, ставлю Впереди. Впереди, это где-то в конце, в апреле, я 15-17 апреля привожу, а уже к 29 я уже пересадил их в лежак. Так, давайте поднять еще. Вот, еще. Теперь уже следующее. Да, сейчас уже пойдет. Топ. Вот это, да, схема. Так, да, пересадил их в лежаки. Итак, вон разделенные. Еще. Вниз. Так, чуть-чуть повыше. Еще. Организация матерей, семьи помощников. У меня все 20 семей, это они в одном отделении работают мать, в другом отделении семья воспитателей. То есть они у меня все семьи воспитателей. Для чего я это делаю? Во-первых, сразу я отделяю весь печатный расплод. Я прерываю цикл клеща, развития клеща. Он весь у меня в семье воспитателей. Так, значит, так, повыше чуть, чтобы семью воспитателей. А вон, так, это где-то после пересадки. Вот видите, я в одно отделение спер, 29-го. Следующее, 5-го. Так, это. Итак, еще. Так. А это 16. начало. Начало, да. Вот, да. Так. Дальше. Первое расширение. Итак, 7-го. Вот уже май. 4 мая я сажу мать уже на джентерский сот. Ну, знаете, это объяснять не надо вам, что такое джентерский сот. Понятия не имею. Кто не знает, джентерский сот это, ну и сейчас вот продают. Он даже у Чурина, Чураков, вот у него. Вот я в других магазинах пчеловодных их не видел, а у Чуракова и этот видал сот, женщинский сот, правда, цена его кусается. Я так за своим сотом ездил в свое время, где-то лет 30 с лишним назад в Москву, там только было. Это сейчас вот в магазинах. Так, семью воспитателей не найти. Так, выше еще должно быть. Поднять. Так. В эту сторону? Так, это пока после пересадки. 5-го, вот 7-е прививка. А вот семья, вот она. Семья. Вот слева материнское гнездо, справа семья воспитателей. И опять обратите внимание, там 5 одна. В правом отделении. Это как контрольная. Вдруг проглядел мать. А прививку, это я ее убираю перед тем, как уже прививку делать. Проверяю, если мать она в этом отделении большом оказалась, то она на этой только рамке. Больше на другой не должен. У них все вот так, остальные все заняты рамки. Ее переставляешь в малое отделение, а на это место ставлю прививочную рамку. Так, здесь где женщинский сот уже стоит? Так. Итак, Вот 5 числа это организация. 5-6, 2 дня у меня есть.
организация семьи воспитателей и материнской семьи. 6, если с 5 не успел или погода не позволила, доделаю 6, а 7 прививка. Кажется, сложно. Вот я, честно, вот так, я считаю, что это пчеловодство выходного дня. Именно через неделю. Настолько мало времени вот так вот, это со стороны кажется столько много. Мы с бабушкой, бабушка, она, правда, молоденькая, ей всего 77 вот так, но с бабушкой управляемся. Итак, 12-го. Вот это. Да, Вот 12, вот он. Да. Значит, у меня в малом отделении отводок, летающий в обратном направлении, и 16-рамочный, не путается, пока прекрасно вот так облетывается матери. Итак, тут даже не глядя, как таблицу умножения, 12-е расширение делаю материнской семьи. 18-го я уже отделяю отводки весь. Давайте на 18-е формирование отводков. То есть я все правое гнездо пересаживаю 16-рамочный улей. Все, абсолютно, все рамки. Мне там некого, мать не надо мне искать, я только переставил. Все гнездо с малого отделения переставляю в большое отделение, предварительно убрав разделитель. Там у меня решетка или сложной разделитель. Это секундное дело. Одну брал, другую поставил. У меня постоянно вот разделитель там в уле, половина он постоянно закрепленный. А вторую половину я меняю или на решетку, или на сплошную. Это одно движение. Итак, начинается вот так вот в малом отделении. Так, где какое число это? Итак, 18-я организация. 16-рамочном уле, в малом отделении, и материнская семья у меня в большом отделении. Это я бегло, мне и не надо, чтобы вы меня копировали. Вам суть надо понять только. Поймете, увидели, рассчитали и применяйте уже к своему улю. 25-го делаю опять расширение, только материнской. В отводок не лажу. Я упустил. 21-го проверяю, потому что массовый выход матерей 20 мая. 21-го уже проверяешь. Если выход есть, маточники, все прекрасно. Нет выхода, у меня есть запасные матери. Или не вышла мать, бывает, что не вышла. Все-таки хоть мы от клещатого так, чтобы клещ не повредил маточники, я 2 рамки с открытым расплодом ставлю после приема маточника. Но все равно бывает, что болтун попадает. Но у меня запасные маточники. Нет, я ее убираю, уже вышедшую мать в клеточке подставляю, там только молодая пчела, она примет. Летной пчелы нет в ней, потому что она вся летная пчела слетает на улей копилкой, лежак, копилка называется. Вот. Почему копилкой? Потому что в свое время я держал 40 ульев и мизер меду получал. Сейчас 20 ульев держу, но в разы получаю больше меду. Ну вот, хотя бы вот так вот. 10-й год более 100 килограммов на улей взял. Вот. Даже и прошлый год. Вот прошлый год, конечно, вот неудачный был. Наверное, не все похвалятся пчеловоды вот так медом. Или у кого-то хорошо было? Ну, 30 лет у меня. У тебя хорошо было? Нормально? Ну, нормально. Я. Вот. Потому что всего 4 дня работали пчелы. Ну, за эти 4 дня вот армия пчелы, порядка 150 тысяч получается. Если так, для примера вот так вот. Молодые матери, они по 8 рамок расплоду дадут, это приблизительно в рамке 5 тысяч. Хоть рамка 7 тысяч или 6. Ну, будем считать, что для ровных счетов 5. И то 40 тысяч. Это дополнительная армия, которая пойдет на взяток. Это один отводок. Второй столько, да еще мать вот. Так что армия получается большая. Вот это я научился получать армию. Но не всегда получалось у меня с медосбором.
Почему? Опять почему? Потому что вот наглядно показал вот 2009 год. Вот от него-то уже я и стал писать. Вот 2009 год, и это вообще длиной был для медосбора. Липа вот так вот, ну, просто больная она какая-то была. Но я вообще не надеялся. У меня изоляторы, вот видели, с Гадимановской решетки изоляторы. Вот штук 30, ни разу не пользовался. Ну, я всех матерей посадил, где-то 20 посадил в изолятор на одну рамку. Но это надо видеть было. Ни одной ячейки пустой. Все, вот новая рамка, она вся засеяна. Это хоть на выставку эту рамку выставку. Потому что их не увидишь вот, в жизни, когда она свободно сеет. Вот. А одна мать у меня вышла, ну маленькая оказалась, из этого изолятора. Так вот, которая вышла, она где-то рамок 12, пока время вот такое, с 7 июля до 25 июля стояла, она где-то 12-13 рамок мне расплоду дала, молодая, и килограмма всего 1,5 меду. Те, которые в изоляторе были, они вот одну рамку вот полностью, и где-то 35-40 килограмм дали меду. Наглядно. Так что и это говорит о том, что мать вот так вот, на взяток надо все-таки ограничить. Да, тут я чуть убежал вперед. Ничего. Чуть прежде чем перейти дальше. 30 мая. Значит, для вас ведь не секрет. Тоже у нас зимует. Какая пчела? Вот для вас, наверное, картинка это ну, что-то напоминает. Кончился взяток, весь улей облепленный, в уле рамок 12 расплоду, рука не поднимается, чтобы еще ее вывести расплод. А наукой доказано, ну и практика показывает о том, что пчелы, которые вышли до середины августа, они в 60% зимовку погибают. Это тоже вот так вам известно. Вот может быть оно у нас и получается, вот говорят, что вот слетело семя. Пчелы улетели. А их просто и не было. Их не было, они старые, они уже. Даже вот, да. Вот. Пчелы, которые вышли в конце августа, в начале сентября, вот 12-18% они в зиму погибают. Но вот те, которые вот остались живые, это они самые вот те нужные пчелы, которые весной используют и взяток, весенний взяток, и хорошо себе смену готовят. Так что это самая-самая вот нужная пчела. Ну и позже, которая вышла вот тогда, вот молодые матери, они даже в октябре сеют. В октябре. Ну вот эти пчелы до 30, это литература говорит, до 30% погибает зимовку, но вот 70% это, конечно, им нету никакой замены. Они вот прекрасно месяц еще работают. Вот. А вот которые вот на середине августа они вот так вот погибли, вот 40%, которые остались, они старые, дряхлые, они буквально после облета и теряются. Некому их вот так вот. Они потерялись. И уже воспитывать расплод некому. Семья ослабевает. Вот на это вам, пчеловодам, если кто это знает, прекрасно, кто не знает, вот возьмите на вооружение. Так, ну и я не буду вот так вот, как говорится, как расширяю. Вот это я вам не... просто задам. Пожалуйста. Вы когда оттягиваете вощину? С апреля месяца? Так, вощину я только ставлю вот так, 1-2 на взяток. Все, а уже с 7-го, вернее с 5-го у меня уже пчела-то на матери. Нет, вывожу а матерей. как тогда где заменять? А как я вывожу? Вот у меня вот работают отводки. Вот тут-то я их только загружаю вощиной. Вот они, значит, 18-го организовал отводки 2. 30 числа я их обработал от клеща, весь клещ, пчелки все вышли, клещ на пчелка. Вот. И мать-то чистенькая, я от нее печатный расплод весь отобрал. И здесь она вот на пчелка, я их обработал и контрольную рамочку, вощинку ставлю. 2 числа проверяю, это 30-го. 2-го общее расширение всех матерей. Проверяю.
Пчелки начали, если вощинку оттягивать, и не надо искать мать, все прекрасно. Если не начали, тогда уже даешь им контрольную рамку с расплодом от старой матери. Вот это у меня не надо искать ее. И вот когда они только вот так вот уже начали вот оттягивать, я все старые рамки, которые у нее были в отводке, я их отбираю для матери, для старой. А им загружаю вощину. Она уже вот так вот. Уже второго уже поставлена одна рамка, она наполовину оттянута. Одну рамку темненькую оставляю. Это для того, чтобы если который клещ не попал под обработку, 18 числа я ее санитарным улей. То есть весь клещ, который там оставался после обработки 30-го, он остатки окажется в этой рамке. Вот считайте, вот их вот 40 отводков, 40 рамок убирают. Обрабатываю их или вот так вот после обработки подсиливаю, где послабже оказалось. Так, еще на чем мне остается вот так вот остановить, вернее, заострить внимание. Как я собираю на медосборах. Традиционно весь расплод вы ставите к низу, кверху вот так вот. Рамки какие, светлые, т.т. У вас практически нечего выбирать-то. После взятка-то нечего взять для зимнего клуба-то. Потому что все рамки внизу, а внизу они вот так их пчелы тащат туда пергу. Мед вот так, хорошо бы мед, а то они пергу натащат, все хорошие рамки вы испортили. У вас нет, не бор. Я же вот так вот, у меня их было раньше-то 40 ульев, сейчас у меня 20, все такие же лежаки. Я из этих вот 20-то сделал улей медовик называется. Там у меня нет картинки. Так, ну ладно. Вот. Улей медовик. Спирали из 16 рамочек. Чем он отличается от уля копирки? Точно такой же улей, но только лишь я добавил на 30 миллиметров, приподнял рамки. И щели с обоих сторон по 700 миллиметров. У меня прилетных щелей около 2 метров получается. Вот какая бы жара ни была, у меня пчелы никогда ни разу не сидели, не висели. Они все работали, им не жарко. Значит, 700 миллиметров с одной стороны, 700 миллиметров с другой стороны, плюс 400 миллиметров нижней ветки, плюс 2 по 100 миллиметров спереди и сзади. Вот, 2 метра у меня прилетных щелей. У меня нет головной боли. Как вот так вот защиту. А то обычно вот так вот жара, вот 10-й год, жарище было. С утра работали вот так вот, ну это у компаньонов я смотрел. А к обеду они уже висели всей бородой. А меня летали. Я не хвалюсь, это так. В корпусе были. Они... 700 миллиметров. Нет. Ну, летки В такие. ледовике. Вот тот же улей, но я вот так приподнял ее, приподнял на 30 миллиметров и прорезал. Я подрамочно, вернее, надрамочное пространство уменьшил. Вот. У меня такие получились. Ну, это просто 2 пластины вот так с четвертью, чтобы рамка приподнялась выше. Так, и вот собираю я на медосбор. Я 16 рамочный пустой стоит в это время. 16 рамок пустой стоит. Пока вот там отводок, я вот его в первую очередь пересаживаю в медовик, Медовик. да, и ограничиваю засев матерей. Да, кстати, вот так, прежде чем объединять на медосбор, я 23 июня ограничиваю всех матерей. Он не нужен расплод, потому что у нас вот именно наш участок. Вы сами ориентируетесь на свой участок. Может, у вас поздние медосборы. Так и то, может быть, даже вот так вот хорошие главные взятки используете, а вот отводки посильнее, пусть они разбиваются и на поздний медосбор идут. А я же вот так, 23 июня, вот, у меня же, раз я объединяю, у меня 16-рамочный свободный, вот одну мать я сажу туда, старенькую мать. А на это место уже вот так, вот 23 июня, вот, значит, я сперва в клеточке. И одну мать сажу
не важно какое, мне не нужно матерей. Мне маточное молочко надо получить. Вот они у меня все, 20 ульев, работают на маточное молочко. Прививочные платочки им поставят. Потому что если 23 июня пчела отложит яйцо, пчелка выйдет только лишь 14 июля. У нас начало взятка 7-го. И если 12 дней они вот так работать будут, это только вот за все время, сколько пчеловодов, один только 10-й год так получился. Грозы все проходили мимо, вот, они 12 дней работали. Вот действительно вот так, залейся медом было. Итак, значит, 14 июля только пчела выйдет, плюс 3 дня она не работает. 17 а уже взяток кончился практически, если ее вот так вот, там расплод, и пчелы будут воспитывать, она, во-первых, это во взятке не будет участвовать, во-вторых, на зиму она все равно старая уже пчела будет, ни туда, ни сюда, она не годна. Мало того, вот, мне 2009 год показал, что надо и медовики ограничивать, мать. Поэтому я медовики-то ее сажу на 4, ну сейчас просто выйдет. Угольники продают, прибил их свободненько. Ведь у меня до этого медовик-то пустой, прибил на 4 рамочки. И решетки сделал. Раньше, если я вложил решетки сверху, то есть была свобода матери, она до 16-18 рамок мне в лежаке-то давала расплоду, который вообще он не нужен. Он только отвлекал пчел. И мало того, еще вот рассадник был клеща. Они больно хорошо вот так вот. Выходил, да вот так вот, опять заходил. Вот, поэтому я на взяток ограничиваю на 4 рамках. Все ули у меня медовики. Там стоит изолятор, только на взяток. Вот. Но это трудная операция. Очень легко. Ну буквально, ну как, вот если мать у меня только лишь 16 рамок, 16 отводочек поставлен. Мало того, я вот печатный-то расплод уже, раз у меня матери здесь нет в копилке, и матери нет. Я эту рамку-то, печатный расплод, ставлю в копилку. У меня все ждет они, как на дрожжах. Это все в июне, конец июня, до 4 июля. Значит, воспитывают маточник, вернее, это маточное молочко. Там на 4-й день я самое большее количество маточного молочка бывает. Отбираю в порядке, вот так вот было то, что работа более килограмма маточного молочка я получал. Вот, так что есть над чем. Это сколько работала пчелосемей? Вот Зоя Алексеевна, они мне через 4, ну у меня по графику вот так, через 4 дня приезжали, мы отбирали, ту же прививку делали. Через 4 дня опять приезжали вот так вот. Так что хорошо работали. Это все с женским сортом? Только женский сорт. Ну, если у кого пчел меньше 10, нет смысла с ним связываться. Это уже свой. Вот можете, если кто вот забыл, он попросите, вам покажут опять вывод это матерей. То есть или путем подрезки, или путем переноса, когда-то в молодости я это делал тоже, но сейчас уже все-таки уж 80 лет, так что уже и рука не та стала вот так. Ну да и техника вот появилась, джентльский сорт. Да, и джентльский сорт, очень хорошая штука. Итак, значит, на сбор. Я все темные рамки, я хорошие рамки, только внизу в медовике у меня вот так мать на 4 рамках, открытый расплод около ганимановского изолятора, назовем его. Остальные все темные рамки, под пергу, под мед, то есть я хорошие рамки внизу не держу. Я их всех поднимаю в магазин, потому что 14 числа у меня уже последняя пчелка там выйдет. Раз мать ограничена, пчелы хорошо заливают вверх. В магазине нет ядков.
В магазине нет литков. Ну, если положили литок, так просто нет необходимости. У меня они вот так между первыми, ну, если называть корпусами, между вот так вот это, щела-то, в щель-то эту, и в магазин попадает. Так что ей не надо снизу кверху подниматься. Так, ну, походу, если... Это обычный корпус, тоже 24 Да. рамочек. Итак, кончился взяток, выдержали 10 дней, так и отбираем мед. Ну, кто в деревне, если отбирал, он знает, что вот мимо их никто не пройдет. Я же просто из магазина, у меня же копилка-то, там матери-то у меня свободны были, вот, 2 матери там, мало, небольшой, но с горсточкой пчел, не надо расплод. Я все медовые рамки переставляю, не сметая. И это в ули-копилку. Пока дошел до последнего, первый уже вся летная пчела слетела на мать. И спокойненько, без шума убирайте медовые рамки. И не качайте, все-таки, вот я говорю, все-таки пожалейте пчел. Готовую рамку, которая под мед, с медом, вы ее превращаете в центробежный мед. Оставьте пчелам, больше выиграете, чем вот так вот вы их выкачите. Сохраняйте, сохраняйте. 5 рамок. Ну, если от 100 килограмм, 20 килограмм пчелам оставите, не объедините. Итак, значит, это была просто информация. Еще вопрос. Когда матку изолируете, ведь где-то на открытом расплоде они еще мисочки тянут, маточники строят. У вас есть такое? Матку на 4 рамках вы изолируете на медосбор. В середине. В середине, по краям где-то есть открытый расплод. Бывает, что там священный. Там нету открытого расплода. У меня нету там открытого расплода, я 23-го. Значит, в копилке она в клеточку сажу, пока вот так одну посадил, где-то еще Значит, когда так. клеточку посадили, Вот, вторую мать молодая, в малом отделении, я ее сажу, пока временно, на вощину, сметаю пчел. И рамки ставлю уже, где мать у меня в клеточке. Драки не будет. Вот. Потом, когда все пересадили, эти рамки-то пересадили. когда я их вот да? так вот это Когда мать- это 23 все числа. Считай, что с 23-го так. Я уже, они так вот и остаются здесь. 14 вот, когда объединяют медосбор, там не будет открытого расплода. Может даже и будет, но он старше, на них не заложат маточники. А тот, который у меня в медовике, мать в изоляторе, а по краям, если открытый расплод есть, ставишь прямо около решетки, на те чувствуют две матери и уже не закладывают. Ну, не было случая. А когда в клеточке мать находится там, Да, клеточка, потом у меня же освобождается копилка, я все объединяю на медовик, у меня копилка-то вот, большой улей 26 рамок, а там у меня перговые рамки, которая полная перговая, нет смысла ее ставить, медовик туда, пусть он в копилке. И на горсточке вот я ставлю, с расплодом ставлю мать, молодую смел, мать выпустил, летная пчела слетела, а там оставляется немного. Немного. Я говорю, просто нет смысла оставлять много. Мне не жалко пчел, не жалко вот так, побольше бы оставить. Но для чего мне этот расплод? Он не нужен мне расплод. Где-то время. А вот уже в августе это месяце вот так, числа с 5-го, вот тут уж надо создать все условия. Вот. Все эти, которые рамки вот так их выкачиваешь за диафрагму, вот им побудительная подкормка. Тем более там одну хорошую полномедную, одну хорошую горбовую рамку. Все, и молодые матери еще себе. вопрос. Вот в клеточках матери долго находится? Ну-ка, В клеточках матери долго находится? в клеточке 3 дня. 3 дня, да. Да. У меня еще 6 рамочек Ну, вот, есть. если вы говорите, с 23-го по какое? Уже я 23-го посадил мать вот в клеточку, 26-го я уже прививку. Если мать там будет, они ведь меня не примут на воспитание-то. Нет, не в этом случае. Когда медосбор готовите, то ведь в клеточку, А 7 чтобы ограничить. июля, у нас 7 июля. Это среднее, ну уже смотришь вот так вот. И качество матери тогда не теряется, сидя в клетке?
Не понял. Вот мне как будто вот после 75 как будто ухо кто заткнул пальцем. Вот. Одно ухо вот так вот. Ну, садись сюда. 3 дня, говорит, сидит в клеточке. Ну, и сиди больше сюда, у тебя побольше вопросов будет. Так, и остальным может интересно. Итак, Ну, это разговор у нас тоже. 3 дня сидит и клеточки-то свойства матери не теряются? 3 дня сидит в клеточке, Да. и что? Свойства ее не теряются? Да нет, Ну, стресс какой-то, она села. А пересылочной клеточки сколько они? Неделю идут. Даже больше вот так Больше. вот. Еле живые вот так ползают. Да еще в магазине они сколько пробудут. Не ползают. Нет, прекрасно. Да меня ведь это не волнует. У меня ведь еще 40 матерей лишних. Тем более вот в последнее время вот так, все-таки уже вот в прошлом году я прививочную рамку-то поставил, это по 15 штучек маточников. Один маточник оставляю. Вот, оставляю. Остальные на 4-й день скручиваю их, маточное молочко. Это просто приподнял, скрутил их, все, и поставил обратно. У вас одна воспитатель, там немного матерей воспитывает, да? У меня 20 семей воспитателей. Одновременно сколько мальчиков? 272 матери. Нет, я говорю, в одном улье сколько одновременно воспитывается? 13 штук. 13. А куда вам столько? 13. Маточное молочко. Ну, Максим, Это, забираете, и да? потом вот просто год молодые вот так. Вот я символическую цену вот так, ну по 100 рублей вот отдаю матерей. Матерей-то. Да, ну пусть она, все остается людям. Вот. Так что А зимуют у будет, вас если пчелы спрос, пожалуйста. 16. 16 зимуют, да? У меня только 16 зимуют, с весны 26-рамочный, уже вот так вот медовик. После уже к 25 августа я уже определяюсь, который у меня мать в зимовку идет. И уже оттуда, вот с других, вот только печатный расплод ей ставлю. Ну зачем опять пчел-то их туда трясти? Печатный расплод, значит у ней 12, ну где-то 10-12 рамок печатного расплода. И то, что у ней пчелка, которая хорошие семьи, приятно посмотреть. Еще один вопрос. Скажите, кормлением как у вас? Кормите чем-нибудь, нет? Кормление пчел делаете? Нет, Нет. нет. Ну, я 5 рамок вот оставил, ну и вот так достаточно. Это 20 килограмм, хоть вам литературу и говорит, что вот так вот в нашем районе вот 30 килограмм. И давно не кормите? А вот лет 8-10, так. Уже все, забросил. Ну, я говорю, себе дороже получается. Так нет, если фруктоза, они на фруктозе очень плохо зимуют. Вот у нас идет фруктоза, да? Я 2 года вот держала вот так, да. На меду оставляла. Обязательно поносится. Как стало по 5 килограмм давать вот в зиму, ну, с 15 по 20 августа, по 5 килограмм, ни одной капельки не найдешь. Рая, не забывай, это ведь слипы, самый такой мед-то, там никакой дряни нету. Вот ты оставляла на меду, потому что у тебя успевали они из тюрепки натаскать. Ну да. А тот осенний-то вот этот мед вы сами уже набираете, выкачиваете, да? А все то, что остальное, Всё это остальное, я, всё. ну, Да. вам Вот. тоже вот так вот. Есть такой 5-й номер за 95-й год. Уже все его знают. Знаете? Да. Ну вот. Медовые Загляните водочки. там. Вот этот осенний мед прекрасно туда пойдет вот так. Я его на продажу даже вот так. Технология изготовления медовой водочки. Да, насчет зимовки. Я более 30 лет вот держал на улице. Вот. И ни разу не было такого удовлетворения, что действительно вот так вот пчелы прозимовали. Правда, один раз было в 79 году, когда 53 градуса. Вот там я 2 отводочка на 3 улочках оставил. Ну прекрасно, чистенько все прозимовали. Им, окажется, вот отсюда мороз-то не страшен. И вот более 10 лет я в нежилом доме оставляю. Там температура, ну, может, градусов на 10 меньше, теплее, чем на улице. И без проблем, нечего лишних там. С осени вот так вот за неделю до постановки
понемножку подкармливаешь тех наших мышей-то вот, родственников, которые здесь уже прижились. Вот если сразу им дать, они утащат, это зимние у них запасы. А понемножку они вот так, одна семейка утащила, там ведь не одни мыши лазят. Вот сейчас вот стоит отрава, никто ничего не трогает. А утеплители вы много можете? Без крышек зимуют. И ни разу не было вот так вот, чтобы мышь залезла. Ни разу не было. Они с осени залазят, когда вот так вот на улице вот пытаются в леточек залезть и там гнездо организовать. А под поле вот они прибегают только покушать. Ну там, ну, если мертвые пчелы вот так вот, видишь, что... Утеплители много ложите? Утеплители? Вот без Да, крышек? вот тоненько подушечка. Раньше я трубку сбоку вот так вот на проволочке, чтобы выход был. Сейчас я это не делаю. Как поставил, полностью нижний листок открыл, верхний сантиметра на 2. Все, на этом. После Нового года уже сантиметров на 5, на 6, вот, верхний еще дополнительно открываешь. Весь уход за ней, за пчелами. Все вот так вот, она пассивная вентиляция идет, и более сухо. Во всяком случае, вот выставляешь, и сухо, и чистенько, не поноса, ничего. А вот на улице вот так вот, все 30 лет, вот, сырость, плесень, понос. Где оставляешь? Ну вот. Ну там все равно под крышкой кур живет, ведь поэтому... Да, вот кто вот в марте месяца, вот 3 марта было вот так, теплый день. У кого на солнце теплое, не хотел бы на его месте быть. А наверняка уже куршевина, это она вся будет вот. Да. Вот мы могли бы сравнить вашу систему пчеловода Шахова с другими? Вот с Волоховичем, например. Вот есть что-то общее, несмотря на кажущуюся разницу? Есть общие идеи? Ну, он тоже матерей вот выводит вот так. Вот. Кемеровская система, вот это вот они тоже вот так вот. Как будто институт работает, но ведь они получают вот 1200 семей, а он 34 тонны взял. Это по всего получается-то у него 30 килограмм соли. Да. Есть с чем сравнить. Так, еще вопросы? Ну, давайте так. Кто-то, может быть, выступит, вот мнение свое об этой системе. Мустафин Ильшат. Пчелами занимаюсь с 89-го года. Я тоже, наверное, начну с осени. Кто выводит матерей, у них всегда на пасеке очень много семей. Если обычные пчеловоды не знают, вот одна семья отрутневела во время взятка, ну, мать потерялась, не знают, где матерей найти, чтобы количество семей сохранить. А кто матерей выводит, у них всегда избыток семей, не знают, как поместить их в ульи. У меня на взятке, допустим, на зимовку я ставлю где-то около 65-70 семей. На взятке их бывает больше сотни. И после взятка место я, как бы сказать, не наращиваю, не стимулирую их развитие, а половину семей раскидываю по ульям. Если во время взятка было 100, 30 из них я раскидал пополам на соседние ульи. Получается сильные семьи, и у меня на зимовку пчел уходит 13-15 рамок. И потом я вывожу первые партии вывод маток 1-2 мая. Вторая партия, как бы она контрольная, если это те матери, которые в первую очередь вывели, не получилось там что-нибудь. Следующая, как бы контрольная, через дня 3-4. 4-5, допустим, вывод маток следующей партии идет. Ульи, как вытащил, чистые ульи перегнал, получается где-то там в 12 рамках семья после зимовки. Я его до числа 10 мая не трогаю, почти. Ну, глянешь, если какая-то мать, бывает особенные матери, которые сеют очень здорово, и получается их приходится расширять, потому что семья из улья выходит. А так, до числа 10 мая не трогаю семью. Как перегнал, сидят на месте. Мне силы как бы больно много не надо.
Матери начинаю, как сказал, выводить 1 мая, вот числа 9, 10, там надо погоду угадать. После 9-10 стараешься семьи разделить на 3 части. Я обычно делю семью. Матку с 3 рамками расплода убираю в сторону, и она сама тихонько до медосбора развивается. Остаток летная семья и остаток расплода на 2 семьи. Получается, из семьи на 3 части я поделил. Безматерним отдаю маточники зрелые. Когда летные пчелы много, они подсаженные маточники плохо принимают, поэтому я вот отводки делаю не за 3-4 раньше, когда у меня свои маточники зрелые будут. Потому что они свящевые свои завели, уже они там на 4-дневном, ну, на 2-дневном личинке уже заведи, и дня через 3-4 в него запечатывают. И когда у них свой запечатанный, мой они 100% принимают. А мой выходит раньше на дня 3-4 и выгрызает, и сразу проверять можно, что она выгрызла уже. И вот эти 2 отводка спариваются и разводятся. Это, расширяю потихоньку все эти улей. И потом на взяток по 2 ульи, они у меня тоже на 16 рамочных, и они там где-то в 5 июля я объединение начинаю, они занимают и тот, и другой по 16 рамок где-то. Ну, может быть, не 16, может быть 14-13 рамок. И потом по 2 семьи объединяю. Тоже объединяю внизу похуже рамки, как Михаил Прохорович сказал, потому что там пергой забивается. С западной стороны ставится на выбраковку рамки, потому что пергой забивается в любом случае. Гнездо потом, и если получше рамки остались, их на восточную сторону оставляешь, потому что пчелы на восточную обычно мед накладывают, на западную пергу. Решетка галимановская, и на 2-й корпус уже хорошие рамки. Можно 16-рамочный корпус с плодом на 2-й этаж. И если мало, так еще, еще магазин. А, еще магазин. Да, понятно. И все. И потом откачал мед. И где-то в начале сентября объединяю еще раз на зиму. И я бы продал их, но никто не покупает осенью пчел. Вот у меня такая система. Содержу где-то 65-70 семей. В каком районе? Около Воткинска, около Болгу. Какие там медоносы? Это Красная Горка там недалеко, да? Да, это медоносы, липа есть, но почва плохая, липа у нас редко выделяет. В основном сорняк, весь сорняк, который есть, мед от сорняка идет. Зато аромат кипит. Вот и я сам не могу торговать, у меня покупают и на базаре торгуют, и поэтому, когда липовый мед, расходится мед хорошо, а когда вот разнотравие сорняка, он плохо расходится. Качество маток, мне как бы сказать, что там должно быть трубочек, пишут столько. Я борюсь наоборот тем, что матка слишком много не сеяла. Я вот привез пчел из Шаркана для, ну, чтобы другую кровь завести. И там матери, когда купил, на улье просто мешками обыкновенными закрыты были. А положок открываешь, а пчел как будто там утрамбовано. Там есть такая порода, что за неделю 10 рамок отсеет запросто матери. Вот от них никак до сих пор не могу избавиться. Вот видите. Вот эта кровь попала, а кому вот эта кровь попала, и вот одна до 2 попадаются. Но матери крупные хоть. Мелкие сеют Ну, не По срокам выведения матерей, пожалуйста, скажи, по Я срокам выведения спокойно гулять, матерей. вот. 1 мая первая закладка. Так, 1 было мая. это Самый цветет тоже, да? нет, самый простой. Режу сотой, приклеиваю планки и все. В Подвесочки. изолятор садится матка, и она свежеотстроенной белой суши сеет. Потом эту белую сушь по диагонали, как бы по ячейкам резешь, по одной ячейке,
потом еще наштамповал. И приклеиваешь. И приклеиваешь. А джентльский сон тебе не хочется? Да я не знаю, что-то так Ну, получается. так получилось так, что- получилось. Нет, дорогое. А у Не меня начал с него воспитатели, значит, воспитывают не все семьи, а штук 5-6 там семей. И у меня на зиму остается, ну, десяток семей оставляю я двухместный улей на 20 рамок. У воспитателей я эту перегородку убрал, объединил семьи. Вот когда надо мне первую посадку-то, если она засеяла 1 мая, 4 я уже должен дать на воспитание. Говорят, роевые матери хорошие, чем искусственное выведение. Это достигается чем? Первое, размер яйца. Размер яйца достигается тем, что матку изолирую. Вот есть семья, которая материнская, которая яйцо сеет. Она у меня, его работа только отсеет одну рамку яйцами. Для этого я его, допустим, 12 рамочка сидит, галиманскую решетку пополам. Даже не разбираю, где матери нет, пополам его. За 10 дней, когда мне нужно сеять до 1 мая. То есть 20 марта я улей разделил пополам. В одной части матка ходит, и ей сеять там мало места, а в другой место есть, но не сеет. И еще плюс дополнительно каждый день подкармливаю 7-10 дней. Вот эту матку, ей питание хорошее, сеять некуда. И получается роевой эффект. Это матка ограничена яйцекладки, и яйца укрупняются. Питают хорошо, яйца укрупняются. И вот почему этот сроки первого и этого с 1 мая-то, потому что получается во время цветения ивы воспитывают матерей, хорошие получаются, да? И второй еще там, первый поняли, что укрепняют яйца, второй эффект, что воспитатели должны быть сильные. Во время роения, что накопилось много молодых пчел, которые кормят хорошо. Это я достигаю, как говорил, у меня 2 семьи, я их объединяю, получается одна сильная семья. И все остальное. И вот ива. И еще плюс ко всему, матка спаривает, готова к спариванию где-то 22-23 мая, 25-му уже при хорошей погоде начинает сеять. И в это время как раз одуванчик зацветает. И вот эти отводки очень хорошо вощину строят. Это вроде как укладывается в этот график. Вот сколько я держу, только 1 год был до 8 июня матки не могли спариться. А так в основном к 1 июня всегда матери спариваются. Трутни специально не выводите? Нет, сначала тоже выводил, тоже ставил трутневые рамки. Потом понял, что ни к чему, потому что в каждой семье вот тут-то, там-то всегда трутни есть.